Прокуратура города Якутска разъясняет. Под предпринимательской деятельностью законодатель понимает в соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров и выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Одним из важнейших признаков предпринимательской деятельности в данном определении выступает государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности, носящая, в отличие от иных существенных признаков, формальный характер. Таким образом, под незаконной предпринимательской деятельностью будет пониматься деятельность, осуществляемая в отсутствии или с нарушением правил государственной регистрации. Именно формальный признак, то есть факт государственной регистрации, будет играть ключевую роль при определении статуса законности предпринимательской деятельности, что находит свое отражение в уголовном и административном праве. Следовательно, для того, чтобы заняться законной предпринимательской деятельностью, необходимо в установленном порядке зарегистрировать юридическое лицо или приобрести статус индивидуального предпринимателя, а также в случае необходимости получить лицензию на осуществление лицензируемых видов деятельности. В случае ведения незаконной деятельности предпринимательской, то есть ведения деятельности в отсутствии государственной регистрации или лицензии, за нее установлена как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность установлена главой 14 Кодекса об административных правонарушениях, которая указывает на то, какие деяния в предпринимательской деятельности с точки зрения законодателя противоправны. Базовые составы содержатся в статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях, к которым относятся, во-первых, предпринимательская деятельность без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, во-вторых, предпринимательская деятельность без наличия специального разрешения или лицензии в том случае, если они обязательны, и третье, осуществление предпринимательской деятельности с нарушением, в том числе и грубым, требований и условий, предусмотренных специальным разрешением или лицензией. При привлечении лица к административной ответственности необходимо проверять, образует ли действие того или иного лица состав административного правонарушения и содержатся ли в них признаки предпринимательской деятельности, указанные в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть эта деятельность должна носить постоянный характер, осуществляться на свой страх и риск, быть направлена на систематическое получение прибыли. Отдельные же случаи продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг при условии, что они не направлялись на систематическое получение прибыли, состава административного правонарушения не образуют. При доказывании факта занятия деятельностью, направленной на получение прибыли, в качестве доказательств могут использоваться показания лиц, также расписка в получении денежных средств, выписки с банковских счетов, привлекаемого к административной ответственности лица, акты выполнения работ и оказания услуг, рекламные материалы, заключенные договоры аренды помещений, где выполнялись работы и оказывались услуги и так далее. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность установлена в статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая указывает на то, что уголовной ответственности подлежит осуществлению предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Таким образом, уголовная ответственность вместо административной наступает в том случае, если совершенное деяние по своему характеру носит большую общественную опасность, чем формальный проступок со стороны субъекта предпринимательской деятельности. То есть в том случае, если в нарушении установленных законом требований извлекается доход в крупном размере или причиняется ущерб гражданам, организациям или государству. В соответствии с примечанием к статье 170 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации крупным доходом или крупным ущербом признаются ущерб, доход или ущерб в сумме, превышающий 2 миллиона
250 тысяч рублей. Под таким доходом надлежит понимать выручку за весь период осуществления незаконной предпринимательской деятельности, без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. Исходя из смысла статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконная предпринимательская деятельность может быть выражена в 4 формах. Во-первых, это предпринимательская деятельность без государственной регистрации. Второе, предпринимательская деятельность с нарушением правил государственной регистрации. В-третьих, предпринимательская деятельность в отсутствии специального разрешения лицензии. И в-четвертых, предпринимательская деятельность с нарушением условий лицензирования. Прокуратура города Якутска разъясняет. В первом случае, в соответствии с пунктом 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года номер 23 о судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации имеет место в следующих случаях. Если в едином государственном реестре юридических лиц или индивидуальных предпринимателей нет записи о создании такого юридического лица или нет записи о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, либо содержится запись о ликвидации юридического лица, прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Во втором случае предпринимательская деятельность осуществляется субъектом, который заведомо знал о том, что при регистрации были допущены нарушения, являющиеся основаниями для признания данной регистрации недействительной. Например, не в полном объеме были представлены сведения, необходимые для регистрации, или в компетентный орган были представлены документы, содержащие заведомо ложную или искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта. В третьем случае отсутствие лицензии, то есть как ее определяет пункт 2 статьи 3 Федерального закона от 4 мая 2011 года номер 99 о лицензировании отдельных видов деятельности. То есть отсутствие лицензии, то есть отсутствие специального разрешения на право осуществления конкретного вида деятельности. При изначальном отсутствии лицензии или в случае отсутствия уже выданной лицензии юридической силы осуществление предпринимательской деятельности будет являться незаконным. В то же самое время, в соответствии с пунктом 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года номер 23 о судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве, в том случае, если федеральным законодательством из перечня видов деятельности, осуществление которых разрешено только на основании специального разрешения лицензии, исключен соответствующий вид деятельности, состав преступления в действиях лица, которое занималось таким видом предпринимательской деятельности, отсутствует. В четвертом случае складывается ситуация, когда лицензия имеется, но нарушаются условия ее предоставления, не соблюдаются условия, предъявляемые к выпускаемой продукции, не соблюдаются технические требования в отношении осуществления той или иной деятельности и так далее. Учитывая тот факт, что предпринимательство является движущей силой рыночной экономики, законодатель идет на ряд уступок в плане привлечения граждан к соответствующим видам наказаний в рамках уголовной или административной ответственности. С одной стороны, незаконное предпринимательство преследуется в установленном законом порядке со стороны правоохранительных органов, поскольку оно является потенциально опасным для общества. Но с другой стороны, государством принимаются меры по оптимизации правового регулирования вопросов регистрации, лицензирования, а также налогообложения. Прокуратура города Якутска разъясняет. Федеральный закон номер 294 о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и осуществляющих деятельность в установленном законном порядке. При этом гарантии, установленные данным законом по защите прав субъектов предпринимательской деятельности, не распространяются в отношении лиц, которые не зарегистрированы в установленном законом порядке в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
В связи с этим проверка незаконных предпринимателей со стороны неконтролирующих надзорных органов по основаниям, предусмотренным федеральным законом номер 294, не ограничивается.